Обещать не значит жениться. Как политики Кыргызской республики кидают друг друга. Некогда один из британских премьеров сказал, что нет вечных друзей, есть только вечные интересы. Почти в таком виде можно это высказывание применить и к нашей политике. Мы подготовили подборку случаев, когда союзники бросали из-за политических целей. Своих на войне не бросаем. Знаменитый девиз, но он не про наш истеблишмент. Многие отечественные политики легко находят полезных союзников, но при необходимости также быстро с ними расстаются. Курманбек Бакиев, Феликс Кулов. Курманбек Бакиев возглавил государство во многом благодаря союзу с оппозиционером Феликс Куловым. По джентльменскому соглашению последний в обмен на пост премьер-министра отказался от президентских амбиций и на выборах 2005 года поддержал Бакиева. Союз политиков называли тандемом, но идиллия длилась недолго. В 2007 году арнамысовец лишился поста. В ходе конституционной реформы правительство ушло в отставку, после чего Бакиев дважды выдвигал кандидатуру Кулова на пост главы правительства, но парламент отклонял ее. В третий раз на эту должность был выдвинут тогдашний глава Минсельхоза Азимбек Исабеков. В ответ Кулов заявил, что президент не сдержал своего мужского слова и потребовал его отставки. Он вместе с другими оппозиционерами организовал митинг, который разогнали правоохранители. По мнению Казакпаева, распад тандема был логичным. С одной стороны, Кулов сделал много уступок и начал терять позиции, даже среди сторонников. С другой стороны, он был реальным претендентом на победу в президентских выборах. Своим авторитетом Кулов даже после выборов затмевал Бакиева. Поэтому у последнего возникла своего рода ревность. Он хотел быть хозяином положения, ощущать всю полноту власти, считает политолог. Курманбек Бакиев, Азимбек Исабеков. Следующим премьер-министром Кыргызстана стал Азимбек Исабеков, который занимал пост министра сельского хозяйства в правительстве Кулова. Исабеков премьером был ровно 2 месяца, 29 января по 29 марта 2007 года. 28 марта он объявил об увольнении нескольких министров, не был поддержан президентом и на следующий день подал в отставку. В истории он остался самым краткосрочным премьером. Да, Бакиев не поддержал его ситуации с увольнениями министров, однако он был временной фигурой. Просто удивительно, что так быстро ушел с поста, сказал Казакпаев. Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев. Сразу после увольнения Исабекова главой правительства был назначен один из лидеров оппозиции – Алмазбек Атамбаев. Главой Кабмина он был 8 месяцев, ушел в отставку по собственному желанию. Бакиев заметил, что работа Атамбаева подошла к завершению и наградил его орденом Данакер. В свою очередь Атамбаев заявил, что во время работы президент поддерживал его по всем вопросам. Причиной отставки Атамбаева назвал тот факт, что окружение Бакиева было недовольно самостоятельностью премьера. Назначение Атамбаева – компромисс, чтобы не допустить обострения ситуации. Это была временная фигура, необходимая для стабилизации обстановки в стране. Да и сам премьер-министр понимал, что это не крепкий союз. Прокомментировал эти события прошлого Казакпаев. Ахматбек Келдебеков, коалиция Жогорку Кенеша. В 2010 году, после вступления в силу очередной конституции, согласно которой Жогорку Кенеш формирует правительство, прошли парламентские выборы. Кабмин был сформирован со второй попытки, причем каждая из 3 фракций коалиция получила по высокому посту. Атаджурт спикера, им стал Ахматбек Келдебеков, СДПК премьера Алмазбек Атамбаев, а Республика первого вице-премьера Умирбек Бабанов. Однако меньше чем через год коалиция развалилась. В новой конструкции не нашлось места Атаджурту, и Келдебеков лишился второго по значимости поста в стране. СДПК и Республика вместе с Атамекеном и Арнамысом создали новую коалицию. Отметим, что в этом созыве еще несколько раз разваливались коалиции, но о замене преемника Келдебекова Асылбеке Джейнбекове речь не шла. Шла политическая борьба, в ходе которой от власти оттеснили сильный Атаджурт и одного его лидера. Сама же коалиция была временным союзом, отметил Казакпаев. Феликс Кулов и фракция Арнамыс. В 2010 году Кулов вместе с партией прошел в парламент и получил 23 мандата. Однако в следующем году 15 арнамысовцы объявили, что входят в коалицию большинства. Через время часть фракции выбрала главой Камилу Талиеву. Кулов все же смог сохранить пост лидера фракции, а затем стал еще и главой коалиционного большинства. Позже Талиеву назначили вице-премьером, а затем главой Минкультуры. Во фракции были люди, которых пригласили
уходили из-за денег и влияния. Придя в парламент, они начали играть в свою игру. Раскол был неудивителен, считает политолог. Кидалова присущи только Кыргызстану? Казакпаев заметил, что это обычное политическое явление. Во всем мире любой союз рано или поздно распадается, и не всегда полюбовно. Кыргызстан, конечно, не исключение. Особенность в том, что у нас все происходит быстрее, поскольку власть не заточена на одном президенте, пояснил Казакпаев. Чтобы не стать жертвой подобного предательства, политикам надо держать ухо востро, особо никому не доверять и помнить, что все союзы временные, резюмировал политик.